Сейчас смотрите брифинг по лесопожарной обстановке в республике. Узнаем актуальную информацию по количеству пожаров в Якутии и как продвигается борьба с огнем. Предлагаем послушать. 174 пожара на площади, пройдено огнем 3 911 га. В том числе принимаются меры по тушению 66 пожаров на площади 1 268 000 га на территории 17 районов. Это преимущественно западная группа районов, Вилюйская группа районов и центральная группа районов. Установился и уже практически третий месяц стоит очень высокий класс пожарной опасности. Это объективные данные. В класс пожарной опасности входят такие параметры, как температура воздуха, кроме того, отсутствие осадков и, конечно, ветровая нагрузка. Это все формирует класс пожарной опасности. Это объективные факторы, которые вот как раз дают предпосылки для возникновения множества лесных пожаров и увеличения площади. Тем не менее, лесопожарное формирование Республики Саха-Якутия, начиная от начальников, это лесничие, руководители тушения лесными пожарами, все находятся на передней линии борьбы с огнем. Нам существенную помощь оказывает федеральная группировка, порядка 600 человек у нас сегодня работает. И для сведения наших читателей хочу доложить, сегодня прибыла группировка 200 человек, это по прямому поручению президента Российской Федерации Путина. Первая группа уже выехала в Намский УЛУС, сейчас идет доставка. С главой Намского УЛУСа Слепцовым Юрием Иннокентьевичем мы созвонились, он будет обеспечивать приемку бойцов. Кроме того, буквально 18:30 тоже прибывает борт, и мы встречаем группировку отдельную. Прибывают ребята по МЧС, по линии МЧС. Мы их перекидываем на лесные пожары Чурапчинского УЛУСа. Чурапчинский УЛУС тоже предупрежден, будет обеспечена встреча, отдых и размещение по кромкам действующих пожаров. Группировка прибывает в Полярный, аэропорт Полярный, и ночью сделаем один рейс. Остальных ребят вывезем утром, и вот эту группировку вывезем на действующий пожар Горного УЛУСа. Сегодня мы получили хорошую новость о том, что решением Дальневосточной комиссии выделяется дополнительное финансирование порядка 150 миллионов для закупки гусеничной техники. И мы намерены эту технику направить по тем населенным пунктам, которые имеют непосредственное примыкание к лесному фонду. Очень много населенных пунктов, которые примыкают. И вот эта техника по нашему замыслу оперативного штаба республики должна постоянно базироваться в селах в целях прокладки минполос и борьбы с лесными пожарами. Самый эффективный способ борьбы – это, конечно, прокладка минполосы. Надо понимать, что лесные пожары путем орошения и тушения водными растворами невозможны. А пожары на основных площадях ликвидируются посредством опашки, прокладки минполос, опорных полос и контролируемых отжигов. Это был брифинг о ситуации с лесными пожарами в регионе, а мы идем далее. И продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. На помощь в тушении лесных пожаров в Якутию прибывают дополнительные силы МЧС России. В аэропорту Якутска сегодня встретили борт с бойцами. Восстанавливают здоровье не только дети. Пожилые люди, пострадавшие от лесного пожара в селе Беськёль, проходят курс реабилитации. А в Намском районе на помощь пришли местные жители. Там провели благотворительный марафон и собрали внушительную сумму. 150 миллионов рублей выделят Якутии на закупку тяжелой техники для борьбы с лесными пожарами. Средства поступят по госпрограмме развития Дальнего Востока. Об этом сообщил Айсен Николаев в своем инстаграм-аккаунте. Глава региона ознакомил с итогами совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в ДФО. Мероприятие прошло под председательством полпреда президента в макрорегионе Юрия Труднева. На выделенные 150 миллионов рублей Якутия закупит тяжелую технику
технику, а именно гусеничные тракторы на базе ДТ-75, написал Айсен Николаев. Вообще вопрос дополнительного финансирования и получения спецтехники для борьбы с лесными пожарами активно на федеральном уровне продвигает депутат Госдумы Галина Данчикова. Она отметила, что данную работу ведут каждый год, в этом году особенно системно из-за пожароопасной обстановки. По совместной инициативе депутата и главы Якутии внесены предложения по изменению методики распределения между субъектами субвенций из федерального бюджета в области лесных отношений. Проведена плотная работа как с профильным комитетом Госдумы, так и с правительством России и Минприроды. В результате утвержден совершенно новый порядок. Практически в ежедневном режиме с Росрезервом мы этот вопрос отрабатываем. Кроме того, я на ежедневной связи нахожусь с Рослесхозом Российской Федерации, где мы также с ними отрабатываем вопросы по дополнительному финансированию. И дополнительно направлено письмо в Рослесхоз России о том, чтобы нам выделили финансирование в объеме 500 миллионов рублей. Практически вот на вчерашний день я разговаривала с заместителем руководителя Рослесхоза, какие сегодня там происходят события, какие решения принимаются для того, чтобы оперативно получить финансирование. Кроме того, Рослесхоз Российской Федерации на вчерашний день до меня довел, проинформировал о том, что они постараются мобилизовать освободившихся парашютистов с других регионов России и также направить их к нам в республику для того, чтобы оказывать непосредственную помощь на местах. Сегодня днем в Якутск для помощи в тушении лесных пожаров прилетели специалисты Ногинского центра МЧС России. Самолет Ан-74 доставил 100 спасателей со снаряжением и оборудованием. Прибывшие огнеборцы усилят группировку для тушения пожаров в районах, где наблюдается наиболее сложная обстановка. Так, 48 бойцов сразу же по прибытию направлены в Намский УЛУС. Напомним, решение направить дополнительные силы в Якутию принято МЧС по поручению президента страны Владимира Путина. Самая главная задача, конечно, у прибывающих, как и у нас, это защита населенных пунктов от возможного перехода лесных пожаров. Поэтому в этих целях будет осуществляться помощь населению в расширении и обустройстве минерализованных полос, в защите различного рода территорий, очистке территорий от сгораемых предметов. И, конечно же, уже если понадобится, сами действия по тушению возникающих пожаров. Ребята профессионалы, опытные, поэтому надеюсь, что жители республики, как и все мы, на них можем рассчитывать и вправе это делать. Что касается других рейсов, которые должны были привезти сегодня в Якутск еще спасателей, то их пока не может принять аэропорт Якутск. В столице плохая видимость из-за смога. Аэропорт не может принимать воздушные суда. Вечером направление ветра поменялось с южного на северо-западный. Это изменение и направило в Якутск дым от лесных пожаров в Горном, Намском и Кобяйском районах. Прибывшая сегодня дополнительная группировка, это 48 человек, отправились в село Тастах Намского района. Помощь в тушении лесных пожаров в Улусе оказывают мобильные группы спасательного центра МЧС России. На сегодня в районе действуют 5 лесных пожаров. Сложная ситуация сохраняется в селах Тастах, Фрунзе и Кобякон. В селе Тастах действует второй лесной пожар. Юго-западная кромка в 5 километрах от населенного пункта. Его площадь 540 гектаров. Военные техники роют минерализованные полосы. Личный состав обеспечен всем необходимым для ликвидации лесных пожаров. Имеет практический опыт работы. Данная группировка прибыла на 9 суток. Задачи в администрации уточнены. С сегодняшнего дня начинаем работать по тем районам, которые определены на совещании. Тем временем в Чурапчинском Улусе пожар приблизился на расстояние около 3 километров к участку Мельжихси. Также огонь замечен рядом с селом Мугудай. На участке Мельжихси отселили детей и граждан старшего возраста, и всех желающих прикладывают все усилия, чтобы стабилизировать обстановку. Сегодня, 11 августа, на 8 часов утра площадь пожара составляет в лесной зоне 6000 га, в том числе 500 га верхового. Пожар числится как 4 АСС. Работает людей 208 человек. Тракторные агрегаты со стороны Чурапчинского улуса 10 единиц. Села Чурапча
по мобилизации тоже пойдут 30 человек. Также сразу 3 лесных пожара угрожают Хангаласскому селу Эдяй. Один из них перекинулся из Горного Улуса. Ближе всего к деревне подобрался пожар, зарегистрированный в соседнем Наслеге со стороны села Кытыл-Дюра. Он сейчас на расстоянии примерно 10 километров. Пожарные с помощью местного населения прокладывают минерализованную полосу рядом с Эдяем и пускают встречный огонь. Специалисты опасаются объединений больших пожаров. Продолжают тушить огонь рядом с селами Эдяй и Кытыл-Дюра. Там также проводят отжиг и минполосы. И сегодня днем 17 добровольцев выехали на тушение пожара в село Эдяй. Еще 2 добровольца по пути направились на борьбу с огнем в Титарынский Наслег. Сбор добровольцев объявили у районной администрации. Для их перевозки выделен автобус Покровского автотранспортного предприятия. На борьбу с огненной стихией вызвались жители городов Покровск, Якутск, сел Ой и Тихтюр. Из них 5 человек выходцы из села Эдяй. Также продукты, хлеб, консервы, кофе, сухое молоко отправили вместе с добровольцами 2 уроженки села – Степанида Заморщикова и Вера Федорова. Увидел объявление в СМИ, то, что набираются добровольцы. И сам являюсь специалистом по молодежной политике Хангаласского улуса. И чтобы показать пример молодежи, да, и вот вызвался добровольцем. В прошлом году я добровольцем ходил, в этом году в Титарах был, и вот еще раз. Взяли с собой теплые вещи, лопаты, РЛО, которые тушат пожары водой. Ну и средства личной гигиены, чашки, ложки, вилки, посуда. Пожилые люди, пострадавшие во время лесного пожара в селе Беськёль Горного района, проходят курс реабилитации в Республиканском центре инвалидов и ветеранов в Якутске. В учреждении сообщили, что там находятся 7 человек и едет еще одна группа. Медики сообщают, что в первую очередь пожилые пациенты получают психологическую помощь. В последующем, в зависимости от состояния здоровья, пациентам прописывают различные процедуры от дыхательной гимнастики до соляной комнаты. Дыхательную гимнастику очень рекомендуем таким пациентам для увеличения жизненной емкости легких. Потому что к нам поступают именно вот те пациенты, которые именно не один день пострадали от гипоксии, а именно вот в течение месяца примерно от дыма от этого, да, от угарного газа. А 27 ребят из села Таста Хнамского улуса прибыли в детский центр отдыха и оздоровления «Сосновый Бор». Всего центр планирует принять 130 ребят из сел, пострадавших от лесных пожаров. Накануне заселили ребят из Горного района. Как отмечают сотрудники учреждения, дети активные и сплоченные. Для ребят организовали специальную реабилитационную программу, которая включает в себя оздоровительные процедуры, психологические тренинги, сбалансированное 5-разовое питание, курсы по дополнительному образованию, а также развлекательные мероприятия. Реабилитационная смена продлится до 5 сентября. Оздоровительная программа вместе с учебной программой. У нас идет 3D-моделирование, это получается, у нас идет безопасное колесо, это правила дорожного движения. У нас есть музыка, видеомонтаж, ну, всякие творческие у нас, получается, идут. И одновременно с этими у нас идут медицинские, получается, курсы, где дети развиваются, можно так сказать, физически и по здоровью, да, можно, которые сейчас очень нужно, да, детям. Все мы работаем на то, чтобы это у детей было лето с хорошими впечатлениями тоже, да, связывалось, поэтому вся работа идет на это. Вернемся в Намский район. Сегодня там провели благотворительный марафон, во время которого собрали средства для помощи в тушении пожаров. Мероприятие прошло под открытым небом с соблюдением всех ограничительных мер. Основной площадкой стал Дом культуры имени Афанасия Шестакова. В этой непростой ситуации жители и гости района оказали посильную помощь. Собранные средства доставят в Наслеги, где обстановка крайне тяжелая. Всего собрано около 260 тысяч рублей. На эти деньги закупят лекарства, топливо и все необходимое для борьбы с огнем. И это вот само мероприятие, да, как-то вот вдохновляет народ и как-то призывает всех в такое время. Наши земляки вот здесь организовали этот марафон. И самое главное, тут очень много народу, да, жителей Намского улуса, из других наслегов. Сюда уже ежеминутно
подходит и помогает кто чем может. Это очень отрадно. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.